Мераба студия, селям алейкум милет. Наверняка каждый, кто сейчас смотрит наш прямой эфир, согласится с выражением, что наше будущее в руках молодежи. Почему мы с утра задаемся такой темой? Да все просто, потому что у нас сегодня в гостях представительница одной из молодежных организаций полуострова. Знакомьтесь, Сабина Адылова, руководитель аппарата организации «Молодежная гвардия Единой России». Селям алейкум, Сабина Ханум, утро доброе. Доброе утро. Как сегодняшнее ваше настроение в столь морозный день? Отлично, как всегда, на позитиве. Отлично. Сабина Ханум, тогда приступим к нашему сегодняшнему разговору. Расскажите нам, что за такая организация «Молодая гвардия», в каком направлении она работает? «Молодая гвардия» — это одна из крупных организаций во всей России, также и на нашем полуострове. Она в основном направлена на воспитание в молодежном поколении чувства патриотизма, пропаганда здорового образа жизни, потом социального благополучия, чтобы молодые люди стремились к самосовершенствованию, усовершенствовали свои навыки как в профессиональном, так и в культурном развитии. Вот, в принципе, наша организация достаточно делает большой вклад на развитие молодежи, чтобы молодые люди чувствовали, что они важны, что для нас важен каждый. Вот. Такая справочка, когда, где, кем вообще была создана и такие основные вот прям цели организации. Значит, «Молодая гвардия» была сформирована еще в 2005 году. Наша организация уже в этом году 11 лет. В крымскому отделению 2 года, пошел 3-й, как мы вступили в Российскую Федерацию. Думаю, все знают то, что основателем была депутат в то время Александра Буратаева. Также в наших рядах очень большое количество молодых людей, которые сейчас уже депутаты. Также и на примере нашего крымского отделения, можно сказать, у нас прекрасные молодые депутаты, которые тоже с нашей организации вышли. Вот, руководителем отделения крымского является депутат Государственного совета Влад Ганджара. Также у нас есть депутаты крымского отделения. Это Рубель Анна Дмитриевна и Киселев Рэм Олегович. Вот, я думаю, что на этом у нас не остановится. У нас еще много талантливых людей, которые в дальнейшем, возможно, станут депутатами, возможно, даже министрами. А какие основные направления «Молодой гвардии»? Сейчас большой упор делается именно на укрепление молодежи, так как Республика Крым только начинает свою деятельность. В течение 2 лет работа была направлена на формирование республики, на формирование исполнительных, законодательных органов власти. Сейчас, да, большое внимание уделяется молодежи, именно вот студентам. Также мы не забываем про школьников, потому что гвардия — это Böyle bir tekniki meselelerimiz biraz oldu. Neyse, hürmetli seyirciler, eğer de her şey yaxşı olsa biz Elbette ki eğer bizim bağımız şimdi devam etse, bizim rejissörlerimiz bizge mutlaka bunu aytacaklar ve bizim sübiyetimiz, biz eminimiz devam ettirecek. Çünkü gerçekten de meraklı mevzu yaşlar. Tek bugün Mına İskender Bey, bizim misafirimiz aytı ki, ne içindir afsus ki bizim yaşlarımız faal değil ve Elvina'da olan misafir ben belesem bu fikrini biraz... Şunda açıklar edi, biraz öyle. Neyse, öyle şeyler ola, biz... Canlı yayın elbette ki ama da bir kere aytam, eğer de böyle çaremiz olsa biz bu sohbetimizni devam edeceğiz. Elbette ki bundan evvel biz birkaç böyle bir yaxşı uyanmak için sebepler ve fırsatlar hakkında laf yürütken edik ve Balalar yaxşı sebep uyanmak için. Öyle kiçkine 5 yaşına, 4 yaşına kadar balalar ve bizim misafirimiz. Rejissörlerimiz ayta, bizim bağımız Kenne'de çalışıyor ve Эльвина инды ось субъектно девам эте Уважаемые телезрители, Багышланус, у нас были небольшие технические проблемы, но мы продолжаем наш утренний разговор. Сабина Ханум, скажите, какие мероприятия проходят у нас на полуострове? Разумеется, на материке России эта организация не новая, а у нас это что-то новенькое и интересное. Поэтому нас интересует именно все, что происходит на нашем полуострове. То есть какие мероприятия, проекты, что происходит?
в Крыму и, в частности, в Симферополе, так как я отношусь к Симферопольскому местному отделению, у нас проходит очень много мероприятий, это всесторонние и социально значимые, и культурные, и патриотическое направление. Мы стараемся ребят заинтересовать во всех сферах, которые можно. Недавно прошло большое мероприятие в честь Дня студента. Наверное, все знают то, что объединило в свой квест почти все структурные подразделения Крымского федерального университета, также и студентов всех остальных вузов Крыма. Было достаточно большое мероприятие, которое, я надеюсь, заинтересовало крымскую молодежь. Мы и в дальнейшем будем проводить такие мероприятия, квесты, которые будут направлены именно на активный отдых молодежи. Изучая ваш сайт, ваш портал, наткнулась на новость, что вот буквально на прошедших выходных происходило такое мероприятие, как вы сейчас сказали, образовательный квест. Все мы с вами знаем, что образование очень важно в нашей жизни, особенно высшее образование. Поэтому все, кто сейчас обучается в школе, они не должны зацикливаться только на школьном образовании, а идти дальше. Вы ведь со мной согласны? Конечно, безусловно. Образование – это путь к прогрессу. И то есть то мероприятие, о котором мы сейчас говорили, студенческий квест, это относится именно к вот этому образовательному квесту? Да, конечно. Квест был направлен на то, чтобы и проверить заодно, и как-то развеселить студенческую жизнь. Задания были сформулированы именно на студенческой жизни. Там входили такие мероприятия, как и «Тяни билет». Ребята должны были, как на экзамене, ответить на пару вопросов. И логические, и какие-то активные ребята могли и побегать, да, там. Поэтому мы за то, чтобы молодежь активно отдыхала, желательно в кругу своих сверстников, то, что это были такие социально-культурные мероприятия, чтобы просвещалась молодежь. Вот. А касательно крымско-татарской молодежи, скажите, она принимает участие в ваших мероприятиях? Активна ли она? Да, в наших рядах есть и ребята, которые активно себя проявляют. Мы очень рады всем ребятам, так что приглашаю всех в нашу организацию. Будем рады видеть каждого. Саухална Сабина Ханум за приглашение. Мы сейчас, вот сегодня последний день января, и совсем скоро наступит новый месяц, а февраль у нас ассоциируется с Международным днем родного языка. Мы крымско-татарский телеканал, наш народ живет на своей исконной родине, и наш язык – это крымско-татарский язык. Вот скажите, пожалуйста, касательно темы языка, будут ли в преддверии Международного дня организовываться в вашей организации мероприятия, какие-то проекты, может быть, развлекательные, может быть, образовательные? И вот что нас в большей степени интересует, это вот, конечно, связано с нашим родным языком, крымско-татарским. Я надеюсь, и если ребята вот с крымско-татарского какой-нибудь организации пригласят нас, мы с удовольствием и поможем, и организуем, если будет в этом возможность. И наши ребята примут участие, потому что Крым – это многонациональный полуостров, и нужно, безусловно, объединять молодежь всех национальностей, так что мы будем рады. Если вы нас позовете, если мы вас будем приглашать. Так что то есть вы с удовольствием сотрудничаете и с другими организациями, и со структурами СМИ? Конечно, безусловно. Мы всегда рады видеть и ваш канал, и все другие телерадиокомпании, которые есть на нашем полуострове. Сабина Ханум, вы очень верно сказали, что Крым сейчас многонациональный полуостров. И вот касательно, продолжу тему языка, происходят ли у вас какие-то проекты, либо происходили уже, либо планируются в будущем, направленные на изучение языка, на пропаганду родного языка? Потому что у нас в Крыму проживает далеко не одна диаспора со своими традициями, со своим языком. И вот чтобы те люди, которые приезжают к нам в Крым или живущие тут, знали о том, что не они одни тут такие, чтобы вот было интересно, происходят ли какие-то программы, связанные вот с языком, может быть, с традициями, с культурой? Да, очень много культурного. В феврале будет праздник такой, как Масленица, думаю, это все знают, русский праздник такой, так что всех приглашаем. В феврале будет проходить мероприятие, можно будет ознакомиться и с русской кухней, и с русской культурой. Также, я думаю, на полуострове проходит масса мероприятий, которые
направлена именно на много национальностей. Также существует такая организация при Государственном комитете по межнациональным отношениям. Это Дом дружбы народов. В их работу входит объединение всех национальностей, национально-культурных автономий. Это тоже очень важно. Большое им спасибо, то, что мы с ними сотрудничаем, они с нами сотрудничают. Так что мероприятия такие, безусловно, будут, и мы тоже рады всех видеть. Тогда закончится зима, наступит весна, и весной у нашего народа тоже есть такой праздник, как Хыдырлес. Возможно ли какое-то сотрудничество вашей организации по поводу пиара, по поводу того, чтобы те, кто не знает об этом празднике, чтобы они узнали? Возможно ли, допустим, вот что-нибудь такое в этом русле? Конечно, мы будем рады. Я в том году сама посетила этот праздник. Как вам понравилось? Отличный праздник, да, столько всех жизнерадостных. Это, я думаю, на таких мероприятия нужно именно приглашать все организации молодежные, чтобы молодежь видела, что у нас очень дружный коллектив, то, что у нас нет ни межнациональных каких-то недопониманий, то, что молодежь должна общаться, работать на благо республики и добиваться это всеми возможными средствами. Да, Сабина Ханум очень верные вещи говорит. Все должны быть дружными, все должны быть толерантными. Скажите, вот сейчас, какое в голову вам придет такое самое масштабное, самое запоминающееся мероприятие, которое было организовано вами в Крыму? Я думаю, это все запомнили, то, что 22 августа, когда уже Крым вошел в состав Российской Федерации, мы первый раз справляли День государственного флага, и Крым своими руками сами сшили самый большой флаг на полуострове. Я думаю, даже если сейчас любой человек зайдет и в социальную сеть или в другой интернет-ресурс и прогуглит наше мероприятие, как говорится, это действительно было самое масштабное, то, что приезжали и федеральные телекомпании, то, что нас заметили, мы этому очень рады. Так что и молодежь принимала активное участие. Так что, я думаю, такие мероприятия должны происходить, и то, что молодежь должна активно участвовать в этом. А вообще, насколько активна наша крымская молодежь? Действительно ли она принимает участие во всем? Да, ребята стараются принимать участие, потому что у нас очень такая организация, которая старается затронуть все университеты. Например, вот являюсь студенткой медицинской академии, мне очень интересно участвовать в социальных проектах, в культурных проектах. Ребята, учащиеся на политологов, у нас очень богатый такой багаж, который наши депутаты могут поделиться своим опытом. Ребята подключаются, им интересно, они пробуют себя. Также на территории Крыма работают юридические консультативные центры, которые сейчас на базе Российского государственного университета правосудия. Также подключается Академия прокуратуры, Крымский федеральный университет. Студенты уже могут попробовать себя в своей будущей профессии. Я думаю, это очень важно. Это и опыт, и можно себя показать перед будущими работодателями, потому что люди, которые ищут себе профессиональные кадры, они смотрят, как этот человек проявлял себя на протяжении своей студенческой жизни, насколько она была активна, как он пытался выразить себя. Так что я думаю, это очень важно. Касательно мероприятий еще задам вопрос. Вот скажите, все, кто сейчас нас смотрят, будь то взрослое поколение, будь то самые маленькие, заинтересовавшись нашей беседой, могут ли они прийти к вам или позвонить, связаться любым способом и предложить какое-либо свое мероприятие, которое вами еще не было проведено? Либо было, но с некой модернизацией, собственно, телезрителя. Есть ли такая возможность человека, не входящего в состав организации, прийти и предложить «вот хочу»? Конечно, мы будем рады. Любой желающий может связаться с нами на нашем сайте либо республиканской группы, либо Симферопольского местного отделения. У нас все отзывчивые, всегда примут, всегда помогут. Поможем в организации, может быть, какими-нибудь советами, чтобы это было масштабно, чтобы запоминающееся, с привлечением, вот, например, вашего канала. Так что я думаю, освещение
не составит труда, поэтому мы будем рады, конечно, обращайтесь. Мы всегда рады к сотрудничеству. Наоборот, это хорошо, когда молодежь пытается себя как-то проявить. А для старшего поколения мы будем очень рады, если вы поделитесь своим жизненным опытом. Это для нас очень важно. Так что у всех, у кого было желание очень хорошее, такое большое, что-либо организовать на нашем полуострове, то вперед, Сабина Ханум, к вашим услугам, так сказать. Скажите, пожалуйста, сложно ли на данном этапе развития сформулировать молодежную культуру Крыма в правильном направлении? Я думаю, это больше всего зависит от молодых людей, от их круга общения, от их интересов, с чем занята наша молодежь. Я думаю, что молодежь, которая не принимает участие в жизни республики, она уходит в неправильное направление. Это вот и молодежная преступность, и наркомания, и алкоголизм. Поэтому наша организация все-таки призывает за здоровый образ жизни, развиваться, повышать свои профессиональные навыки, всегда самосовершенствоваться, не стоять на месте. Так что движение, только вперед. Вы, как никто другой, постоянно общаетесь с нашими молодыми ребятами, постоянно с ними сотрудничаете. Так вот скажите, что больше всего привлекает сейчас крымчан? Что они хотят сделать? Вот куда они, на какие мероприятия больше всего посещают? Вот есть какое-то такое? Да, у нас недавно прошел форум, первый всероссийский форум «Студенческая неделя». Участие принимали все студенты, их заинтересовало именно то, что было представлено новое направление, как студенческое направление «Кампус». Это мероприятие, которое было, проект, который направлен именно на поддержку студентов, и даже не студенты заинтересовались, потому что школьники все стараются поступить в высшие учебные заведения, а во всех высших учебных заведениях мы стараемся оказать свою поддержку. В рамках этого проекта «Кампус» были сформированы основном направления на то, чтобы это социальная помощь студентам, это в качестве юридических клиник, а также банк студенческих стажировок, потому что очень важно, когда молодые люди не могут найти место для прохождения практики. На этом форуме работодатели могли принять участие, провести какие-то семинары, лекции для того, чтобы заинтересовать молодежь именно к прохождению практики, чтобы люди, не закончив университет, не шли на другую специальность, а все-таки продолжали свой путь по выбранной специальности. Так что в Крыму кадровый дефицит, и мы это все знаем, все видим. И мы призываем людей сотрудничать и с государственными органами, и с работодателями, которые действительно заинтересованы в трудоустройстве молодежи. Что я думаю, вот так. А какие-либо мастер-классы, вы проводите тренинги, связанные с различными темами? Да, конечно, в рамках кампуса существует такое направление, как лекториум. Там проводят различные лекции для повышения своей квалификации. Очень интересные лекции у нас проводила Ани Григорян. Я думаю, молодому поколению это очень интересно. Они заинтересованы в этом, потому что люди с таким богатым багажом знаний, они могут прийти, поделиться. Все это проводится бесплатно, так что любой желающий может принять участие. Главное это следить за информации, анонсы в наших группах происходят, пройти регистрацию, и так что мы будем рады видеть каждого на таких лекциях. А как вообще попасть в состав вашей организации? Допустим, если кого-то сейчас заинтересовало, вы говорите, что в большей степени это школьники вами сейчас интересуются, студенты, разумеется, тоже, но школьники это люди, которые чувствуют, что они уже становятся взрослыми и идут в другую взрослую жизнь, в тот же университет, и им сейчас это в большей степени интересно. Я думаю, все, кто нами заинтересовался, они найдут способ с нами связаться. Но также мы можем, у нас на сайте нашего Симферопольского местного отделения у нас есть образец анкеты, у нас все прозрачно, у нас все контакты руководителей, так же, как и меня, руководителя аппарата. Любой человек может с нами связаться, позвонить, либо написать сообщение, отправить на электронную почту анкету. Анкета прилагается на сайте нашей организации. Можно подать заявку, которую мы рассматриваем, связываемся с человеком и всегда рады. А вы находитесь в столице, в Симферополе? Да, в Симферополе.
А где именно, если вдруг кто-то захочет прийти с тем же мероприятием, чтобы организовать или подать заявку, то где вас можно найти? Симферопольское местное отделение находится по адресу Аксакова, 7. Вот, так что приходите, будем вас ждать. А скажите, а вот в ближайшем будущем, что в вашей организации планируется проводить на полуострове? Какие проекты реализовать вы собираетесь? В основном мы хотим сделать упор именно в столице на студентов высших учебных заведений. Это вот продвижение такого направления, как кампус, потому что помощь студентам, их профессиональное совершенствование именно в профессиональной сфере, это очень важно. Также российское движение школьников подключается к нам активно. Мы стараемся им помочь. Вот, в принципе, такие направления, которые можно... А скажите, вы не только по Симферополю проводите мероприятия, либо вы выезжаете в другие города крымские? Почти во всех регионах Крыма есть отделения, которые активно принимают участие. Почти во всех городах сформированы местные отделения. В Симферопольском районе, в Сакском районе. Самый масштабный, считаю, город Ялта. Считаю, «Молодая гвардия» — это такая организация, которая захватила все города Крыма, потому что неравнодушная молодежь, которые стараются как-то работать, учиться, быть социально важными для своей республики. И ее очень много, и мы стараемся, как сказал Сергей Валерьевич Аксенов, мы стараемся вытянуть молодежь с улиц и привлечь к какому-то общему делу. Думаю, это очень важно сейчас, когда столько вот соблазнов у молодых людей, чтобы они двигались в правильном направлении. Касательно вот поездок в другие города, допустим, если взять Бахчисарай, бывшую столицу Крымского ханства, там очень много достопримечательностей этнических, культурных памятников, тот же Ханский дворец, Зынжирлы медресе, очень много всего. То есть, вот, может быть, вы когда-либо устраивали или планируете устраивать экскурсии для людей, которые не знакомы с этими достопримечательностями, или были знакомы, но давно их не посещали? Возможно, писать какие-то статьи культурные, какие-то флешмобы проводить, чтобы об этом знала вся страна. Вот для этого мы всегда рады к сотрудничеству. Если есть талантливые ребята, которые могут об этом рассказать, мы даже можем помочь снять какой-то фильм, сюжет. Да, у нас потому что есть комитет по взаимодействию со средствами массовой информации. У нас очень талантливые ребята с Таврической академии, которые, наверное, знаете, на нашем сайте очень много роликов, помогают, прикладывают все усилия для этого. Мы всегда будем рады помочь, дать какие-то советы. Так что, я думаю, с достопримечательностями Крыма, думаю, знаком каждый крымчанин, и это не стоит об этом забывать. Нужно уделять большое внимание истории. История – это наше все. Касательно советов. Подводя итоги разговора, что вы можете посоветовать нашей крымской молодежи, чему ей стоит учиться, к чему стоит стремиться? Думаю, стремиться нужно только к лучшему, видеть примеры какие-то, на примере даже своих родителей, стремиться дать что-то лучшее, жить не по принципу, что дало мне государство, а что я сделал для государства полезного, быть активными, работать на благо своей республики, постараться сделать из нашего Крыма то место, которое будет нам все завидовать, чтобы стремились приезжать к нам. У нас такая богатая история, чтобы все россияне и также и со всех других стран могли приехать, посмотреть, увидеть, какой Крым дружелюбный, как у нас все спокойно, как у нас все хорошо, все живут в мире, в понимании. Так что я думаю, это самое главное, то, что над нами сейчас мирное небо над головой. Çok sağ olun, Сабина Ханум. Благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Она была очень интересной и продуктивной. Достлар, Яшлар, учитывая сегодняшний наш разговор, мы советуем вам не останавливаться на достигнутом, всегда идти вперед, развиваться и с удовольствием принимать участие во всех мероприятиях, которые происходят на нашем полуострове, ведь тем самым вы делаете лучше только для себя. Я желаю вам хорошего сегодняшнего дня, бодрого настроения и здорового самочувствия. Передаю слово студии.